Уйгурское движение организовало в Стамбуле обучающий семинар для молодежи Восточного Туркестана. В ходе двухдневного семинара был проведен тренинг по активным действиям против политики геноцида Китая. Компания «За уйгуров» организовала семинар по активизму и медиаобразованию для молодежи Восточного Туркестана с 11 по 12 марта. Был большой интерес и участие молодежи. Обсуждались методы освещения политики Китая в отношении геноцида в Восточном Туркестане через средства массовой информации и повышение осведомленности общественности. На двухдневном семинаре ученые, опытные активисты и журналисты из Турции и других стран обучали уйгурскую молодежь активным действиям, направленным на прекращение политики геноцида в Китае и эффективной работе средств массовой информации по популяризации геноцида. Китайская ассоциация исследований в области прав человека провела совещание на тему концепции и практика прав человека в Китае в рамках 52-й сессии Совета ООН. Ци Яньпинь из Центра науки и технологий Пекинского технологического университета отметил, что экономическое развитие создает подходящие конкретные условия для работы по защите прав человека и что Китай придает большое значение деятельности в этом направлении при одновременном укреплении экономики страны. По сообщению китайского международного радио, профессор Мемед, которого привезли из Восточного Туркестана и заставили выступить специально на этой встрече, сказал, что в регионе проводится политика стимулирования занятости, что повышает квалификацию и уровень доходов жителей региона. Однако в тот же день Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что серьезные опасения, связанные с произвольным задержаниями, ведущими к разрушению семей в Восточном Туркестане, были задокументированы и призвал к конкретным последующим действиям. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отношения с Китаем достигли беспрецедентно высокого уровня. Согласно заявлению Минобороны России, Шойгу поздравил Ли Санфу, назначенного на должность министра обороны Китая, и генералов Цан Юшия и Хи Вэйдуна из Народно-освободительной армии, назначенных заместителями председателей Центрального военного совета Китая. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Великобритания должна быть начеку, подчеркнув, что Китай бросает вызов мировому порядку. Риши Сунак, находящийся в США, сделал заявление для BBC, призвав обсудить детали соглашения о безопасности AUKUS между Австралией, США и Англией. Последние данные показывают, что Великобритания тратит 2% своего валового внутреннего продукта на оборону. Китай – страна с ценностями, сильно отличающимися от наших и бросающая вызов мировому порядку. Поэтому мы имеем право быть бдительными и защищать себя, свои ценности и свои интересы, продолжил Сунак. Заявив, что британское правительство серьезно относится к этой проблеме, созданной Китаем, Сунак добавил, что Лондон препятствует китайским инвестициям, особенно в секторе полупроводников. Президент США Джо Байден объявил, что планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Байден ответил «да» на вопрос о том, скоро ли он встретится с председателем КНР, однако сказал, что не будет давать информацию о том, когда именно состоится встреча.